Silhon Berdin kar dergau Silbalibina dergau Elin. Evet. Kayaka. Otobüske giren itte düşen ha. Hasta. Şurada tuvaklar. Kadınları terası tanıyor kenarda. Ha. Giren olur ben. Oo, bu geldi diye. Haka stradasında sakala geldi. Без 15 сейчас не видим. Билем көренер без 15 сейчас болды. Bakana kadar. Ya horyon görüyün. Onu Oru bunu. elde baya hayalim. Ne bu? Onun öteni bu ortak oldu hadi. Aksakallar oru bunu gelirler. Bu iki aksaka. Ededler. Video. Ballar ne? Bu ballar değil. Otobüske giren ittiyaka. Hepsi dari. Эй, Слава, привет-то. Киноган көрген ақтын да. Астынның да. Атына киноганы ақтын да бе? Bir eder has var. Bir yaka baravannağı da bu. Hem bir gün burahanika. Çayıldı mı? Evet. Otobüske gildiremiş. Masina manna kalar. Otobüs manna kalara bula masina. Здравствуйте. Первый золотой состав. Дима Николаев, звукорежиссер. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет! Сколько жизней? Как я видел? Barba. И короткие стали. Качапыти. Son eder hasbada sadece. Ha. Öyle. Herkes bir bulay. Ulan ne geldi? Nasıldı? Nasıl? Ben bir hensel öyle bir hensel. Hayır öyle bir nasıl? Onunla bu yette tak bakal lazım. Yok nasıldı? Bir hensel. Aslan et 6-15 sene. Altı ayette. 6 6 4 сентября. Друзья, доктор, эту встречу мы посвящаем к 30-летию со дня образования рок-группы Мин-72 и безвременно ушедшим нашим друзьям Андрею Попову, Гене Степанову и моему родному брату Стасу Власову. Он работал
в третьем составе звукорежиссером. Сегодня будем говорить по-русски. Желательно, потому что наши московские, питерские ребята попросили, что рассказывали на русском языке, киргизские друзья. Вот в бывшем здании филармонии начали мы работу как группа, рок-группа минус 72 градуса по Цельсию, что означает Якутия. Теперь мы, наши родные стены, вот превратились в церковь, идут реставрационные работы. В буфет мы ходили, бегали, театр оперы и балета. Ну, здесь наша молодость прошла. Мы сегодня собрались поговорить о тех молодых годах, о работе филармонии, об истории и возникновении рок-группы минус 72. В театре оперы и балета Гербач, Гена и я в 1977 году, по-моему, весной вместе выступили на одной сцене как хард-рок группа. Экспериментировали и называли группу «Эксперимент». Вы все знаете. В это время, в эти годы в городе играл рок-группа «Визит». После музыкального училища выпускники Саша Чемхалов, Андрей Попов. Им помогли вот Димон, Дмитрий Николаев, Стас Васильев, Цыган. Вот эти две группы, якутская группа «Эксперимент» и городские ребята группа «Визит», вот в этом здании мы объединились и называли свою группу, общее название «Минус 72 градуса по Цельсию». Один раз Сергей Расторгуев зашел и предложил называть группу «Полюс холода». Вот, назрел вопрос, как назваться. И кто-то говорил «минус 50», кто-то другое название. Но в тот вечер у меня попала книга «Минус 72 градуса по Цельсию». Автор американец. Такой рассказ был. И на завтрашний день я ребятам предложил, что давай назовем группу «Минус 72 градуса», так как в 1926 году в Томторе, в Аймеконе, самая низкая температура была минус 71,2 градуса по Цельсию. Вот так мы назывались «Минус 72». Ну, все было. Молодые были, в джинсах ходили, у нас волосы самые длинные были. Юрий Егорович, помните, наверное? Помню. Пили, честно говорю, по чесноку, сегодня будем говорить. Иногда ночевали в вытрезвителях, было дело. Но молодые были. Думали, что вино и рок-музыка это взаимосвязаны. Оказывается, ну, это вопрос. Машенька пришла. Здравствуй, Машенька. Минус 72. Ну, а со мной целоваться кто будет? Я буду. Интервью бердик. Вообще, эта группа очень удачно слилась с ведущим нашим солистом Владимиром Заволоцким. Вот для Володи Заволоцкого нужен был оркестр как раз. И вот вы вот организовались и ездили по всей республике с Владимиром Заболоцким. Владимир Заболоцкий, к сожалению, далеко сейчас, где-то в районе, да? На охоте. Ага. И вот Володя, естественно,
был очень доволен, ну, как он как ведущий артист, да, там был, это раньше называли с красной строкой Владимир Заволоцкий, сейчас он народный артист, и, естественно, он должен быть благодарен вам, музыкантам. Я, например, знаю всех вас как очень хороших музыкантов всех. Это, я говорю, абсолютно без этого, без всякого приправа там или подхалимажества, да. Я говорю, действительно, да. Вот ты сейчас, видишь, как вырос, ты уже играешь и симфоническим оркестром, уже вполне такой зрелый, большой музыкант. Вот я тоже горжусь тобой. Тем более мы с Лазаревским, с Олегом ездили в Итекеле к твоей группе. В Итекеле, где Матанана Володя был. Матанана Володя был. Пела, Татина пела, Тата пела, солировала. И вот мы прослушивали вас, да ведь? И вот мы предложили отделу культуры Николаю Ефимовичу, что нужно якутской эстраде вот такой ансамбль, как вот этот ваш. Поэтому мы их приглашаем к нам. Но он тяжело это дело перенес и сказал, навряд ли это у тебя получится. Но действительно мы приехали, и через какое-то время вы приехали. Но как ты в книге пишешь, как вы приехали, то это правильно. Вас приглашали щероновцы, да? Вот, да? Это было, да, с щеронами работали, вот работал, да. Вот я еще что вот могу добавить к музыкантам. Музыканты, которые вот есть, ну, хорошие музыканты, да, есть те, которые вот играют и довольны своей судьбой, то, что они хорошо играют в ансамбле, то все. Но есть такие вот личности, которые вот стремятся как-то выделиться, у них своя идея, у них свое направление, у них свой стиль, свой жанр. И вот я это заметил вот абсолютно вот, когда вот рождение было, когда Щерон родился. Щерон приехал, повезли мы в 82 году в Москву, второй состав Щерона, да, и поехал туда Юра Спиридонов, да. Юра Спиридонов был в другого абсолютно стиле человек, или как он, да. Ну, в один момент его ночью не стало. Уехал куда-то. Потеряли мы там, в Москве его. Потом узнали, он уехал, и действительно вот нас успокоили тем, что да, вот он другого абсолютно стиля и то. И вот я знаю твой уход с Щерона, у тебя свои взгляды, вот видишь, вот у тебя кроку тянуло там, да. Вот, ну вот это в личности, понимаешь, вот ты личность, там вот Сергущев личность, так, Леша Алексей Егоров тоже личность, вот это личности такие вот. И поэтому это естественное явление, когда вот попадают вот в одной группе 3-4 личности, они создают свои группы. И вот в этом-то и смысл рождения, зарождения и развития вообще эстрады. Ладно, Юрий Григорьевич, спасибо. Ага. Давай познакомимся еще раз. Дима Николаев, первый золотой состав, звукорежиссер. Василий Григорьев, гербач, барабанщик. Первый профессиональный, даже можно сказать, в Якутии. Он. Григорий Попов, наш третий состав, басист. Он сейчас в НВК работает. Мария сюда. Это во втором составе она была ведущая. Первый раз вот, в бывшем нашем здании Госпилармонии она с нами работала. Заслуженная артистка республики. Заслуженная артистка. Вот. Актер театра. Спасибо, что пришла. Юного Так, мои друзья, вот Аксакал, мой самый близкий друг Вячеслав Савин. Он основатель Щерона, можно так сказать. С Махначевским они создали эту группу, ансамбль. Так, Володя Мальчиков со мной вместе играл в ансамбле «Ры». Сейчас где работаем?
«Триумфе» с Павлом Пединым. Вот. Этого человека все знают. Это продюсер, создатель этнического международного фестиваля «Табык» Дмитрий Васильев. Все будете сегодня говорить. Это мой друг Николай Петров, дирижер оркестра «Саха». Ага. Вот это вообще большой человек. Мы с Димой говорим, режиссер, кем это? Андеграундский режиссер. Придет, он нормально будет. Юрий Макаров, наш друг. Он сейчас работает директором в Нюрбинском театре. Его вся Россия знает, скажем так. Это Анатолий Степанов. Со мной вместе работает в театре. Оба! Ну-ка. Это наш друг Александр Романаев. Музыкант. Его тоже все знают. Он тоже создатель, основатель этого этнического фестиваля «Табык». Мен амбастан филармонияға артистка болан кәлбітім. Оны кәлем барамын Петр Петрович Пестериков бригада тігар үләләбітім. Кенелейін бігіге әлбәқті мен гастроллабып бұд. Онтан салғы бұ -72 ден рок-группаны кітті хаммыд әме республика бұтын әлбәқті кәрейбіп бұд, гастроллабып бұд, аяннабып бұд, үләләбіп бұд. Онтан мен бүгін ақтан санан ағы мәті бұ рок-группа тұғынан бұ группалар рыкыттатын етеппетім күрдік. Наха әлбәқтаянна бұппыт, біліңі күрді қылғас, тәттік гастроллар болбата қатылар, ол сағана ұйыйдан, еккілі үсті ұйынан республика бұтын кәрие баран қалар әтібіт, әтергеділі біле паромынан тору бұт, өріхі, онна кығын саңа жылға білді дейен кәлер әтібіт дебі күрдік. Антон бу оғылар бука бары наха үләхет, үрәқтәқ, онна таланнақ байылар әтәм. Мен білген бу кәлін сыллар қонуқтар аспыттарын кәнне саныбын, кенелер наха дағаны әлбәқ аппаратуралақтар әтәм. Наха олақан колонкалар дақтар әтәм. Оны барытын же күн айы сүгәлләр, күн айы автобустан сөйхүлләр, клубка келерәлләр, онтан тахараллар, автобуска тейлер. Наха әлбәқ оннук аппаратураны тейлер әті, оны клубка кирдилер дағаны, оны турораллар. Сыны иһә барыта, олақ әтергеділі барабан, гитара, колонка, аппаратура, оннар микрофон, шыну реген бәға кейі дәжі каян қампаттағаны тоқтара бар болалар әті. Күнге кете концерт ачык бұд, оғылорғанан, оны лахан жоңғанан, оны концерттара постоянно толыры кехилях болар. Антон бүгін мен бір музыканы ақтан сананы ағықпын бағарабын, Гена Степанов ден табарыс бұдын. Кене күп көрін оқтақ, сақа детаққа әмеда сақа болбатақ, нюча детаққа әмеда нюча болбатақ, татар детаққа әмеда татар болбатақ, бағына үші байтық нючалы сақалы бұқуян саңарар, сүрдәқ таланнақ, уникальный гитарист ол бар әтәм. Кені қомы оғын білеген бігі кәккәбітеттен соқ, гені бәті мен кенені күтті үлеләбітім, бұлағын тоқары кені күғыра хәджарын, үйіқса хәджарын, қомайы хәджарын көрбет әтім. Қайдары лөққай байы падиомнақ, нар өрі хәджар, күлі хәджар, шуткалыр, жәбәлір. Кені бұл ансамблға солы гитараға ойнабыта, онна рығыт бұғытна неме ұлдыр әтәм. Ол күрдік кені бәті авторска ераларда қәті. Оны ұлан ұттын әме күнді көрәтшілерін 90 ұтыстарын тұғын әме ұлар әті. Бұны ұттын бұл кенелер группалара бұйыл 30 сыла ден болла. Онын мен кенелері бұл 30 сыл тұқары химбір бұл көрсі хәджалардан, түмсі хәджалардан өрәбін. Онына бұл маннық түмсүйлері әғарделияқпін бағарабын. Бұл Виталий Гаврилевич молодец теқпін бағарабын. Олақ ұмнубат, бараларын түме хатыр, кене арағынай информациялары барытын тарғатар, біліңе бұл сүрбе бері сүйағаттын олақ сайдылақ, арағынай интернет, WhatsApp үйетігер телевидение барыта маннықча ұстан бұл историяға қалларара әме нахан адалақ, оны юрілақ. Онын барыларығар инеке олақтарығар сетихіне оны дұробы ені бағарабын.
Кәйгінеме юбилейінен ұныты бейіні тұмны әттунікі бұл алғытты. Әдір аскар. Беол оқпыдың кергеден аспық кәрінеға бейі группады там мақтады. Андрей Гена да супер да гитаристер это. Башир привет, Дима бе. А я 15 хамутно не видел. Вот благодаря Диме, да, наше звучание как пластинка была. Да, поэтому я вот спустя через 30 лет мы говорим спасибо. Конечно, ты говорит. Я думал, нарекали нет. А то вообще да, аппаратура какая-то. А мы начали работу, ну, наверное, это Димон расскажет. Первый день не репетировали, а распилили ДСП, там приклеили эти динамики, спаивали таким кишки, провода. Вот, у меня эта кишка до сих пор хранится. Да. Вот так начали. Они же ресторанские музыканты были. У них американские динамики были, у нас Вермона. И мы там что-то они делали, вот они технари. Васек Масуга Влади. Первая композиция Хангады. Первая композиция инструментальная вещь Михайлова. Она называлась Осухадин. Это мы начали концерт. Роковой варой. Это этническая композиция Чемахалова. Ни одного записи есть. И потом это, я помню, Андрей 20-30 минут один играл соло. Мы перекуривали, и Гена говорит, пусть играет. Он у-у-у-у, нас зовет. Было нет? Да, 3 минуты играет, И каждый день по-разному играет. Вот Тевеляхта музыканттар это да, Геналыт. Вот такие пироги. Потом первый альбом? Или как? Альбома мы не делали. Видите, вот первый состав у нас больше года только работает. даже, Золотой состав, вот мы. даже якутский концерт не сделал. Да, мы не сделали. Театр оперы балета Не, перед театром. не. Ну, год давайте скажем. Осенью же вы пришли. Октября с января по прям на улице. Да, 1 мая. или Ну давай 9 скажем мая. так, первый золотой состав играл год, 4 года второй состав, остальное вот 10 лет третий состав. Потом я иногда с Афони, иногда с Гришей. Короче, до сих пор мы существуем, скажем так. А вот последние 10 лет я играю с оркестром, вот наши вещи. Так что наш репертуар до сих пор играется, слушают. Но первый клип среди рок-групп ваш же? Да. Так что в этом году 30 лет это точно история. История чахчета, но я отдохта брахмак. Да. Потому что ребята раньше приходили на концерты, обязательно в зале сидел какой-нибудь парень с магнитофоном и записывал наш концерт, но с микрофоном. А он с миксера. Потом пришел на последний концерт, пришел парень и попросил, Рядом есть Бедеман. свободное гнездо? Я говорю, есть. Рядом Можно я Бедеман. попросил его разрешения включиться в пульт? Ух ты! Я включил его в пульт, Так что не буду. и он записал полностью живой концерт с пульта. Продвинутый парень, оказывается. После этого, когда концерт закончился, мы все ушли в гримерку.
я в этот момент сказал парню, давай, говорю, проверим, что получилось. И О, я да. включил магнитофон на вход и пустил это полностью через сценическую аппаратуру. Мы аппаратуру таскали. Нет, Не, вы не, сидели не. в гримерке, После и концерта. когда заиграла музыка на сцене, Мы думали, кто это играет. вы удивились, что кто-то вышел, взял инструменты и играет на нашей аппаратуре. Выскочили на сцену, а на сцене никого нет. И удивленно, кто это играет? Я вам говорю, это вы играете. Народ уже начал опять заходить в зал. А, Думали, что опять концерт начался. Это или после продолжение. концерта, ага. После концерта уже. вот так И и было. после этого, так как мы спешили, нам дали 24 часа. Быстро-быстро мы собирались, и получилось так, что Даже контакт с этим парнем, да, просто перезаписать не успели. да, не успели ни контактами обменяться, ни А не на поселок какой? вот какой поселок. Я это? тоже, я помню. я- Наверное, до сих пор хранится. Да, Где-то запись есть. Где-то Вот это запись на 10 Киеву. Вот километров тогда, от да. России. Да, потому потому- что там было записано, единственная была запись, сделанная с пульта, поэтому там звучание. И Да. мы 3 дня отдыхали, трезвители, разные дела. Потом загримировались. О, мы, да, кто-то в фингалах. Вот так. короче. Мы Нам дали там, 24 как часа положено. дали. И не успели еще концерт делать. Ой, да. Вот такие дела. Но концерты тогда вот начинали только проходить как рок-концерты. Потому что то, что творилось на концертах в зале, это было что-то неописуемое вообще. Вообще там То есть, скамейки ломали. то там есть всё. на пульте громкость приходилось постоянно добавлять. Сначала, когда первое отделение выступал Володя Заболоцкий, у меня громкость стояла так. Потом выходили ребята, начинался рок-концерт. Я сразу предварительно выдвигал громкость побольше. И после первой же песни в зале начинался такой шум и крик, что мне казалось, они вообще не слушают, что играют ребята, они просто визжат. И я не слышу тоже, что играют ребята. Я вынужден прибавлять громкость еще. Зал кричит еще громче. Я добавляю еще громкость. Зал еще громче кричит. И заканчивалось у меня полностью все. На пределе. До предела. Да. Это вот так вот играли концерты. Каждая песня все громче, громче, громче. И в конце уже был полный предел. Ну это правильно, рок-концерт. А мы летали. Ну тогда, конечно, использовалось уже и световой пульт у нас был. И дым машины начали Вот использовать. были удачи, были огорчения. Вот огорчение это вот вообще правильно говорить. Мы в Якутске не выступали ни разу. Елки, один концерт дали бы как положено. Да. Вот это было да. В Якутске нас не знают. Вообще не знают. Если бы хотя бы один концерт дали бы, они бы все равно записали бы это. Да. Даже Да. без вашей заявки. А не давали из-за чего? Зато в вилюйской группе хорошо знают. Но дело в том, Мне что давали, потому что после гастролей отпуска, отдых. после отпусков репетиция и сразу гастроли. Если первый состав на второй год остался бы, вот тогда вот мы в городе выступали бы, тогда мы и в Казахстане, это как фестивали же были, поехали бы. Тогда мы на Туймаде, Панорамы, первый это фестиваль был. На Табыке И на Табыке, и все. Так, история еще. После Вилюйских районов мы поехали в Мамский Луз. Там после каждого концерта сопровождали нас байкеры, мотоциклисты.
Было дело? Экскорт. Ну, не ребята. Каждый Слева вечер. направо, слева, справа, спереди, сзади. Примерно 10 мотоциклов. О, вот это было круто, ёлки. Почетный эскорт. В каком году? Это 88-й год. Да, ну, Намский улус, вы знаете, там каждые 10 километров поселки же. И они, эти байкеры, каждый день, по-моему, одни и те же мотоциклисты. Да, да. Это второй состав был, да? Первый. Первый. 88-й. Да, первый состав. Первый. Это совет. Первый состав. Потом Первый еще- состав, это ас. А им беги в Ушмаевском улусе были. О, там вообще. А? Там же, Ну, это 88-й год, там уже у вас второй состав был. ну, во-первых, же, Да, Ну, ол- заходи, вот и күн ол. Күн. а когда күнде, бес игры заходи. Андрей барды, кім Андрейка барды. Хога, О, Андрей Хога, Чумкал Хога, репертуар там 89-й год. а он на Ростова. А вон раз был одного клубе. да, ол нас бұтайын сигарым. Вот и Игорь Беге, Ушмаяга, он не увидел первый состав Он бары. тоже был один. Да, да, и он тоже. Нет, 88-й. Я как бы просто тут и Сколько барана басын тоқтатты келбеттерді уалдарды. Кеме бұрна ата баттағадан тұтан барады. Просто он күйініңі так соған де барады. 8 октября мы уже. Это второй состав, 89-й год, Саша. 89-й год, да. Да. А в 88-м это первый состав, это точно, Саша. Да, оны береді дирей. Это 30 лет, какой умер был. Кутанан бейі башы төле табаққа, онда бұтылқаға сүндері өйдеу көттеді. Олақ сығынаға үбітчері кей, и раза в 3 больше на улице. Кстати, репертуар же был очень гибкий тоже же, кстати. Когда вы поехали, когда в Усмайскую группу районов, да, в Усмаю, там же основное население русскоязычное. И Да. там у Володи Заболоцкого тоже была изменена. Не, Володя вообще не поехал, мы только сами были. Не, Он не, был. он приехал, опоздал, Он приехал. опоздал, приехал, да, он был. Позже. И он только пел уже песни на русском языке. Вот еще один солист у нас был, это Стас Васильев. По У национальности нас тут тоже цыган. цыган. Ну, мы играли цыганскую рок-музыку, вот, наверное, во всему миру только были. Вот, вот как танцевать. Ну, почти цыганская рок-музыка, оказывается. Вот. Согласен? Согласен, конечно. Но Джимми Хендрикс почти тоже цыган был. Ну вот, Так что у нас тоже цыган был. Этнически чистый. но там же он пел какую песню? Арго. Его когда он песню Серова иногда он пел. Мадонну, да? Мадонну. На саксофоне Андрюха играл. И самое главное, Саша, вокодер был у Андрея, А, ну, ну. вокодер. И до сих пор только на вокодере в Якутии играет только минуса. Никто, Ну, да, потом никто не играет. да, Никто не пользовался. не пользовался. Ну, Турбана вот Он от динамика трубку глотает, артикуляцию делает. Вот гитарный звук. Вот. И у него саксофон какой-то другой был. Тенор, да? Тенор, Саксофон тенор был. да. Играл тоже как здорово вообще Андрюха. Вот такие дела. Барабаны как звучали, елки-палки, вообще красота была, да. Ну, Андрей-то сам-то он же с Намцев тоже. А, Да вот, И там в Намцах ходил же он, когда ребенком был, ходил в музыкальную школу на класс скрипка. а у него же отец намский Вот, же. да, он играл на скрипке, но он школу музыкальную по скрипке не закончил.
потому что там старший брат Валерка, он очень не любил звуки скрипки. У них там вражда шла, он просто... И Андрей не закончил эту музыкальную школу. На гитаре перешел. Да, а гитару он в руки взял, вот мы когда познакомились с ним на Сергеляхе, это было, наверное, мы были в 3-4 классе, до этого он на гитаре не играл, но где-то примерно после 6 класса, в 7 он взял в руки гитару. И с тех пор он с гитарой просто не расставался. Я утром просыпался, мы жили в соседнем дворе. Я просыпался в 7 утра, заглядывал через забор. Он уже сидит в 7 часов утра на крыльце в трусах с гитарой, 7-классник. И уже что-то там играет, сидит. Вот так было, да? И куда бы мы ни шли, он все время ходил с гитарой, постоянно. А когда он был в 8 классе, он уже играл на танцах в пионерлагерях. Пионерлагерь «Дружба», пионерлагерь Зоя Космодемьянская, там Со старшими, да? со старшими, Какие годы были? Это получается, если он 7-й, то получается 76-й примерно. В 76-м где-то году. Потом вот со старшим братом играл там тоже. Они тогда играли песни в основном из репертуара поющих гитар. Да, Карлсон. Коля Синий, показывает, да, показывает там дорогу. все. Дорогу показывает. Вот эти вещи они в основном играли там. «Воскресенье». Алексей Умадикова. Вот это вот, Соловей. да, вот тут. Все, а когда уже старшие классы, 9-10 класс, конечно, он играл все время на танцах в школе. И не только в своей школе, в разных школах. Потом, когда он уже после школы ушел в армию он создал тоже рок-группу. И там у него тоже была рок-группа. Потом с армии, когда люди приходили, они приходили все время в форме военной. И мы, когда приехали в аэропорт его встречать, стоим в аэропорту, смотрим самолет Ту-130-54, там выходят солдатики. Мы вглядываемся и нигде не видим его. А он с гражданскими мимо нас, оказывается, прошел, мы даже его не узнали. Потому что он был в кожаном пиджаке, в джинсах, и у него было 2 чемодана. И в каждом чемодане у него лежало вот по такому динамику американскому слышно. Он из армии привез 2 динамика. Где служил? Он служил 19-й оркестр Забайкальского, 19-й штабной оркестр Забайкальского военного округа в Чите. Опа, ребята, наверное, пешком пойдем. И все это... Через Алас будет... есть дорога, да? Ну хорошо так. И вся служба заключалась в том, что шли у них репетиции постоянные, съемки на телевидении, праздничные концерты, эти парады военные и так далее. И тогда он играл на валторне. Человек-оркестр. Гитара, валторна, кларнет. На кларнете он играл просто шикарно. И еще саксофон. Ну, Андрей, конечно, был мультиинструменталист. Я помню, после Минусоп они выступили в стадионе вместе с Арией, Нет, с с черным мастером, кофе. с черной кофе. Ария тоже была. Ария тоже была, да? Да. И вообще они не хуже играли. Вот тогда я с кем мы играли, думал. Ни хрена себе. Аппаратура-то ихняя, Да. Россия, московская. Вот тогда они звучали. Вот, и гитара там пела. Андрюха. Херенет, да потом лыма. Иди. Те ребята вот хорошо так
поговорили. Ну, работа. Ох, направо. Доктора. А, блин, вот здесь. Я помню, Сразу вот Вася, Саша... Одна. Я помню, Саша Ермолаев один раз интервью давал, ну я не знаю, в какой год это, и там, как всегда, рассказывал он о минус 72. Они играют как Deep Purple. Было ли? Да, что-то было. Ну тут даешь, говорю, как можно так говорить. Составов И он сколько было? рассказывает, он по-якутски рассказывает так четко. Вот. Они были в филармонии, ходили. О, страшные люди. Волосы длинные, джинсы. Играли как Дюпер. Вот его интервью, я помню. Да ладно, Беттовая, спасибо. Блин, мостом я... Он ногу стулу подъехает. Чего-то барды, iki var yani. Да, опыты var. Ve o stulun içerisine yakmak oput. Не найду. Вот у меня где-то. Ануха капамда мире будде бутык. Удум чите тояна хеканим. Эннүңү айыгыт еяксет жөгөй. Тоң сурун. Улус урун. Отой айы, ан жағын. Белге танқа, жылға. Одун қан, Чыңыз қан. Оны тоқсыз қаллаң олырыр. Үй сасыл боқтақ, үрін артойын. Бара иылар бұн ата аттан тұрын. Бара итчилер бұн ата аттан тұрын. Көрдіғын аттаған. Сәхегген әребін. Бәтті құрын бүтік күн, анта құрын күлім аллай. Бүгін бұл бігі хақа музыканлары. Тымны әтті 12 бөлік. 30 сыллағыда әлдер хаспытығар. Олықпытығар анабыт, дорған ден әйгеға өгір еммет, мұхынны бұт. Онны бұл хақа жоны болар бұл бұғытынан айылқаға тақсан. Бәлі оқсын әребіт. Онны бұл хақа ерінен, үрің үлгенен. Ахатан аяқ тұтан әребіт. Йөрк көтмешілей. Бейі жоммут музыкаттар, тұрқуанюттар, дұғуыджуттар. Кергенлері тәңге болдым. Шылы оқтақ, чеген чәбдік, дұруы болдымар ден. Көрді өбіт. Оны хақа музыката тұрғырдың тұғыстың ден. Бұра хақа музыка аннарғар. Әғадда болдың. Дұруы чеген болдың. Тұму-тұмуламаң. Үргі аласпатын, үрдігіне үргі батын, арғынығытынан арғы батын, үгірі болды. Музыкаттар, оны 30 жыллақ, тымны әтті 12 бөлік, үбілейіне айылға қандалыты кәрі әне, өмір абыт.
конец 80-х было. То появление группы минус 72, это было, конечно, явление. Явление очень своеобразное, явление, можно сказать, новаторское, смелое. И свое место они, конечно, нашли. Дело новое. Поэтому были, которые понимали, одобряли. И, конечно, были не одобряющие, не понимающие. Это всегда так. Новое явление, новое дело так. Вот главное, я вот в те годы, когда я их услышал, я понял, что собрались очень серьезные, сильные музыканты. Вот я, когда впервые их услышал и видел, Степанов Гена, супермузыкант, супергитарист. Вот Вася Григорьев, Гербач. Среди барабанщиков он музыкант. Не только это ритм и понятно, да, громкость. А вот на барабанах музыка играть это не каждому дано. Можно ритм держать, там, чуть потише, чуть погромче. Но каждый звук на барабане с головой это очень серьезное дело. И, конечно, Виталий на гитаре вполне серьезно на уровне играл. И стремился, искал. У него гитара была в Якутии, наверное, самая дорогая. Это из-за того, что он серьезно относился к звуку. Искал инструмент, который звучал, его творчество удовлетворял. Но рок-музыка, по-моему, это главный текст. Это не такие стихи, четырехстрочные. Текст, можно сказать, проза, поэзия. Рок-музыка в основном текст. Текст это, конечно, отзвуки, сути человеческой, жизни, слова. А вот музыка, такие серьезные музыканты, вполне нормально, соответствующим образом. Эти мысли, слова, эти стихи, эти поэзии, поэмы нормально сопровождал. Вот ребята, я заметил, никогда они удовлетворены не были своим творчеством. И вот в группе Виталия, что характерно, единовластного музыкального руководителя не было. Каждый творил. Вот текст, тема, о чем там, про землю, про природу, про любовь, про что. И сам каждый музыкант творил, сочинял, барабанщик, бас-гитарист. Гриша Попов очень хорошо тоже. И вот из этого, конечно, они находили современным языком консенсус, и появлялось вот такое творчество. Но они от своего творчества сильно удовлетворены не были. Они иногда счастье получали, удовлетворение от реакции зрителей, публики. В некоторых концертных залах, почему непонятно, очень тепло, очень восхищенно их принимали. Толпа вообще улетала. Вот этого они получали удовольствие. А то, что они творили, музыка такая штука. И поэзия, вечный поиск. Никогда концовки нет. Еще хочешь что-то. И еще им помогло, что вот Вася, Виталий, Гена некоторое время работали очень серьезно профессиональным ансамблем «Чаран». В те годы, когда они не первый состав, а второй, когда уровень вообще был высоким. И вот они некоторое время с ним общались, с ним работали. И вот школу соответствия получили. Это тоже. Но, естественно, они в душе рок-музыканты.
А все-таки Чаран это большого... Мы аранжировку делали, а так музыку не сочиняли. Песни советских композиторов, якутских авторов. Вот так аранжировали и на инструменты. И, конечно, вот был один руководитель, и тебе голову ломать не приходилось. Нравится, не нравится, исполняешь. А вот в группе Виталия все ребята имели возможность творить, фантазировать, думать, голову ломать. Да, это само собой сопровождается, когда голову ломаешь, что-то сделал, думаешь, играешь, все равно ерунда. Ну, они так думают, но вещи некоторые были, конечно, в творческом плане очень классные, об исполнении даже говорить не стоит. Но аппаратура те годы, конечно, хромала, чистого звука получить было очень трудно, тем более зала, которые 200-500 тысяч человек, это надо не громкостью, а чистотой как-то, но этого было очень трудно. Но свой след оставили они, ребята. Вот Виталий Гавриловичу я всегда говорю, очень трудно, очень страшным делом занимаешься, творчески, давай бросай, иди административно там, директором, там, замминистром, вообще там ручку знаешь, подпись, все, ничего делать не надо. Он пытался, но это музыка, это не водка, не наркотик. От водки, от наркотика можно излечиться. А если человек вот соприкоснулся, более-менее серьезно прикоснулся с музыкой, бесполезно. Никуда не убежишь. Вот тем более вот лет 50 назад уже музыка везде была. Подводная лодка была, в космическом корабле, везде. Везде тебя достигал, везде тебя достигал. Да вот сегодня юбилей говорить нельзя, наверное, так такого группы нету, но дата серьезная. Создание 30 лет. Создание, вот Виталий Гаврилович, мой друг, я тебя и всех ребят, кто соприкоснулся с этой легендарной серьезной группой, всех поздравляю, ребят. Исполняется 30 лет создания первой в республике хард-рок группы «-72». Это в республике хард-рок появился именно благодаря группе «-72». Вот. Я в то время учился в Якутском музыкальном училище, был студентом. И на курс или на два вот учились Андрей и Чмахалов. Андрей Попов, Чмахалов. Вот. Они тогда играли уже очень, как говорится, круто играли везде, и в ресторанах везде. Вот. После этого я закончил, уехал дальше. В мае сначала преподавал, потом уехал дальше учиться. Вот, тогда вот появились вот эти, увидел клипы. Они концерт, конечно, не давали, не в Якутске. Были гастроли только по улусам, я так понял. Вот, поэтому таких именно на концерте «-72» я не присутствовал, но знал их по клипу. Вот. И один момент, если про гитару вот вы говорите, что 92 год, я приехал вот в эту филармонию старую, театр эстрады сейчас, который, да, ну, здание. И мы там, значит, проходили практику оркестра, тогда еще ансамбля. И вот в это время я привез за 2500 купил Ясную Поляну, концертный баян. Я привез и показывал в филармонии здание. И в это время заходит Виталий Гаврилович с своим белым Ария Про, да? Он купил тоже за
Говорят, за 2,5, но я так понял, он, по-моему, говорил, за 3000 купил. Вот. А я купил баян за 2500. И вот мы как раз музыканты сидели, разговаривали и показывал этот баян. Я тогда прилично играл. 92-й год. Вот. Показывал этот баян, и в это время вот Виталий заходит, показывает гитару. И он немножко не верил, потому что говорит, что-то вы неправильно говорите. Как это баян должен стоить 2500? Это у меня гитара. Ну, он взял, посмотрел, как это все, пощупал. Вот, и вот первое знакомство вот Виталием Григорьевичем. Виталием было тогда. Но вот уже 10 лет. В следующем году в апреле будет 25 лет оркестру, как я руковожу этим оркестром. Вот, рок-группе 30, поэтому мы где-то рядом. Вот, и последние 10 лет мы очень тесно сотрудничаем с Виталием Власовым. Сделали десяток концертов, весь его репертуар, записаны диски. Вот, поэтому ну, рок-музыка это альтернативное искусство, так говорится, да? Я так понимаю, что рок создается всем коллективом. И самое главное в рок-музыке это, мне кажется, рифы. Рифы, из которых складывается вся эта композиция. И вот музыканты минус 72 были профессионалы, поэтому не думаю, что это через рифы, вот это создание, ну и туда налаживается текст, вот, и поэтому отсюда исполняется та или иная композиция. Как правило, в рок-группе музыканты бывают разносторонние. Не всякий может играть в рок-группе. Они сами по себе личности, сами со своими взглядами. И вот именно в процессе это все создается, мне кажется, это вот композиция, рок-группа, репертуар. Поэтому я вот старших братьев, первый состав вот здесь вот сегодня находится, второй состав вспоминаем, третий состав вспоминаем. Поздравляю с 30-летием вашей группы. Вот. Сейчас уже все занимаются тем или иным профессиям, но в душе вы все равно, наверное, остались музыкантами. Вот. Музыка, если музыке соприкасаешься, то это навечно. Вот. Я по себе знаю, поэтому как болезнь, поэтому ну, всех поздравляю, пожелаю всем удачи, здоровья в этой жизни. Вот. И никогда не расставайтесь с живой музыкой, никогда не расставайтесь с музыкой, тем более рок-музыка. Рок-музыка будет всегда. Всегда. Спасибо. Спасибо. Дима, ты же был в симфоническом оркестре, я же пригласил. Но начать, если издалека совсем, да, то это опять же коснется Андрея Попова. Конечно. Потому что мы с ним знакомы были вообще с детства, когда еще мы просто не бегали в шпаной, и все одежды, что на нас было, это были черные сатиновые трусы. Даже сандалий не было. Вот. Так что мы тогда бегали, играли все это дело. Потом, когда закончили мы школу, вот Андрей, все прекрасно знают, что я уже сказал, что он там с 6-7 класса начал играть на гитаре. А родителям очень не нравилось это. Они все время говорили, хватит бренчать, надо школа, надо уроки, надо то. Он сидит и бренчит, и бренчит. И родители всегда ставили меня в пример Андрея. Вот с Димы возьми пример. Учится на 4 и 5. Человек думает о будущем.
Вот потом, когда я уже был в 10 классе, Николай Егорович, отец Андрея, все время говорил, я приходил к ним, он говорил: о, Дима, здравствуй. Он ко мне относился всегда очень серьезно. Дима, здравствуй. Вот сразу видно, серьезный человек пришел. А у тебя что? Опять сидит, бренчит на гитаре. У него вообще ничего в уме нет, у него только гитара, говорит одна. Дима, как у тебя, что ты думаешь? Я думаю поступать в университет. Вот видишь, Андрей, человек с активной жизненной позицией будет получать высшее образование там и все, и постоянно в пример ставил меня. Я закончил, потом я учился в университете, он меня каждый раз спрашивал, вот, как дела, курсовую сдал, я говорю, курсовую написал, сдал. Вот, Андрей, видишь, вот и человек стремится, все, а ты бренчит и бренчит на гитаре. Ты что, всю жизнь собираешься на гитаре бренчать? Он говорит, бренчать. Я говорю, бестолочь. Бестолочь. Его любимое слово было бестолочь. Никогда гитара не будет тебя кормить. Гитара никогда не даст тебе хлеб. Никогда не даст тебе хлеб гитара. Вот с Димой бери пример. Дима, что, закончил университет? Закончил. Где работаешь? В институте. Что делаешь? В аспирантуру поступил. Хочу кандидатскую диссертацию писать. Вот, пример бери с человека. Вот с кого надо брать пример, все время говорю. И потом, в один прекрасный момент, Андрей поступает на работу в филармонию. В филармонии они уже сделали полностью программу. Звукооператора нет. Сделали полностью программу, концертную программу сдали, концертную программу приняли. Вася немножко болел, Васю ждали. В это время вдруг они озаботились поиском звукооператора. Бронхитом болел. И говорят, надо звукооператора нам все-таки. Ну, где его взять, звукооператора? Андрей мне звонит. Я работаю в институте, младший научный сотрудник. Ух ты. Андрей звонит мне и говорит: Димон, привет. Я говорю, привет. Слушай, ты же знаешь, что я в филармонии? Я говорю, я знаю, конечно. Вот мы сейчас уезжаем на гастроли через 4 дня. Через 4 дня. У тебя на решение, на ответ всего времени ограничено. Все. Едешь на гастроли? Едешь на гастроли? Ну это как работает-то как? Я так сижу, ну, и тут же ему по телефону говорю, еду. Вот такой у нас звукорежиссер. Да, у человека, жизнь сломали. И ты бросил. Я прихожу утром на работу в институт и сижу, пишу заявление. Прошу уволить меня переводом в Якутскую государственную филармонию. Директору на стол, директор читает, а я был на хорошем счету, там просто я ВОСТИБ проект, это проектно-конструкторский институт рыбного хозяйства, это он прикладной институт. Мы спускали полностью план якутской рыбодобычи, полностью все. Да. Вот, и потом, он говорит, директор института думает, что это какая-то шутка. Он говорит, это шутка? Я говорю, нет, это не шутка. Он не может поверить своим. Но если перейти с одного института в другой институт, там, ну, в Академию наук, в институт биологии, он бы мог понять это. Или перейти в рыбоохрану. Там еще как-то можно тоже понять. Или уехать в другой... можно уехать в Чернышевский на рыбоводный завод технологом. Но в филармонию, он говорит, как в филармонию, ничего не может понять. Младший научный сотрудник, аспирант, без 5 минут кандидат наук, кандидатская написано. Зачем? Я говорю, я решил, все. Он мне говорит, вот твое заявление, говорит, я тебе даю неделю, подумай. Я говорю, через 3 дня уже я уезжаю на гастроли. Он говорит, какие гастроли? Он говорит, неделю подумай. Я говорю, 3 дня я уже уезжаю. Он подписывает, я прихожу в филармонию, сдаю документы. 2 дня мне показывают пульт. И как управлять, да? Ну, там я как бы быстро очень понял все, потому что на самом деле-то то, что, допустим, говорил отец Андрею, что там гитара, это гитара, там, это там и так далее. Но росли мы все равно на музыке Beatles,
Led Zeppelin, Deep Purple, слушали одно и то же. Постоянно вот эти запись-перезапись с пластинок на бобины, с бобины на бобину и так далее. Это вот эта запись-перезапись, слушать звук, качество, это оно все время присутствовало как бы. И Андрюха, ну, все знают, кто такой и что он из себя. Он просто так бы вот не сказал бы, что давай возьмем его. Он знал, что делает. Ты одноклассник Андрея, получается. На кого показывает пальцем? Да, он знал, что делать. И Вместе росли. берет группу. Нет, мы одногодки. Ага. Он вторая школа, я 8-я. Нет, в каких ты годах тогда учился? Про древние времена ты говоришь? 69-й, 79-й. 69-79 это что? В 69-м пришел, в 79-м окончил. Нет, школу. Нет, я каких когда годов? Тогда они Довольно познакомились человек ты возрастной, кажется, выглядишь ты как это 55 лет. хипстер. Как? Пенсионер же, пенсионер. Через неделю 55. Саша говорит, ты молодо выглядишь. Ну я понял. Ребята, Потом, вот получается, что за 4 дня до вылета, до отъезда, мы тогда поехали, первой гастроли мы поехали в Горный. За 4 дня до выезда мне сказали, что пригласили в филармонию. Я пришел, не раздумывая, о чем не жалею до сих пор и просто счастлив, что познакомился с такими людьми. У тебя вот до сути. Да. Пат выглядит. ну, у нас самые длинные волосы Якутии были, но, по-моему, у него вообще, я не знаю. Почти до пояса. Да, у меня Потом уже у него вообще буквально 4 дня там на то, чтобы там все вот это проверить, быстренько сплели вот эти кишки, как ты говоришь. на бокс. Ну и еще, да, насколько я помню, очень мало групп в то время, да, Вообще не было. С кишками. были с каким-то режиссером, там еще с кем-то, просто выходили на сцену, Конечно. играли как играют, что там, мониторами, что да. творится в зале, Да. никому не ведомо, Да, у нас мониторы были. Вот. а там стояли уже мониторы. Как положено. Там порталы, мониторы, там. Да. Раньше вот поставили, и с монитора вышел на сцену и играешь. Это есть. Мне довелось принять участие непосредственное в этой группе. И не надо говорить, то я тут слышал, кто-то сказал, что мы ему сломали жизнь, да, такого нет. Научную Никак- карьеру. Да, Такого не принимаешь. это такое не принимается, потому что это были одни из лучших времен в моей жизни. Это я вспоминаю только с огромной теплотой. И ребята, да, Дима, играли как, играли просто великолепно. Были у нас там, конечно, всякие разные. Насчет Я летал, ребята, я летал. Насчет философии рока, вот Дима всегда говорит. А насчет философии рока, Это правда. это правда, да. Вот В первую он очередь я считаю так, что Гамма ладно. рок-музыка, когда вот говорят, там рок-музыка, там еще что-то. Я говорю всегда, что рок-музыка это в первую очередь правда. Мы всегда в своем кругу говорим, постоянно говорим о том, что Виталий был во всем первым.
что он креативный человек во всем. Поэтому, наверное, он всегда первый. Ансамбль, группа «-72» в Якутии. Это первая группа, которая начала работать в этом направлении, в направлении хард-рока, тяжелой музыки. И тут организаторские способности Виталия тоже проявились в том, что он собрал в этот свой состав необходимых для создания этой музыки музыкантов. Ну, еще надо сказать, что не только у нас в Якутии, но и по всей России, наверное, музыканты в основном они играли в ресторанах, играли. Высокопрофессиональные музыканты там все были. Естественно же, они постоянно репетировали, оттачивали свое мастерство. Поэтому ребята, которые там играли, они были большие профессионалы. И вот как раз Чмыхалов, который был клавишником первого состава, гитарист, лидер-гитарист Андрей Попов. Вот они играли все, были музыкантами ресторанов. Значит, Чмыхалов, клавишник, Андрей, лидер. Гитарист. Гена, бас. Гена, бас-гитарист. Да, бас-гитарист. Барабанщик Гербач. Я гитарист. Да, и вот, значит, двое, значит, звукорежиссер Дима. Ну, вот сказали, первым был Виталий. Виталий из всех музыкантов, которые вот в этом направлении играли, он приобрел себе квартиру, в которой мы постоянно собирались, как бы у нас был штаб, где, значит, планы свои разрабатывали, анализировали то, что играли, то, что будут играть. Все, значит, сборища происходили у Виталия, надо сказать. По-моему, тебя я познакомил с Тумусовым Михаилом. Да, это тоже вот середина 80-х годов. Середина 80-х годов. Как-то Виталий приходит ко мне домой с Михаилом Тумусовым. И Михаил... Я сначала тебе это отдал запись. Было так, да, бобинник. Там в те времена ленточные магнитофоны, бобинники 525 метров. Тумус Михаиля. И потом, значит, с Тумусовым Михаилом они пришли ко мне в середине 80-х. Я как раз в то время собирался, работал, в Москве уже работал. Вот. И как-то я взял с собой вот эти записи, которые Виталий мне принес. Ну, у нас, значит, идея возникла, что такую музыку надо выпускать уже за пределы Якутии, потому что действительно музыка была, уникальная музыка была, возникла идея, значит, как-то какими-то путями, какими-то каналами выйти, значит, на большую публику, на российскую. И однажды в моей квартире Дима говорит по телефону: «Артем, привет». Я вообще удивился. Оказывается, он с Артемом Троицким
Знаком был? Нет, ну да, ну и как раз в те времена, значит, когда я там был в Москве, значит, я начал искать, где бы как бы выйти на уровень, российский уровень. Было время, был момент такой, что я ходил в фирмы «Мелодию», значит, узнавал, каким образом, значит, создаются, как создать, выпустить пластинку. Мне там сказали, что, конечно же, это были советские времена, нужны соответствующие рекомендации, значит, Союза композиторов, критиков, чтобы выпустить пластинку. Авторитетом для меня в то время был по музыкальным делам человек, который знает музыку, Артем Троицкий, потому что... почему он у меня возник? Потому что в те годы, в 70-е годы, информации про музыку, про западную музыку было очень мало. А он там писал свои статьи про эту музыку. Он был журнал «Ровесник». Журнал «Ровесник». Он был для меня авторитетом. Ну и я, значит, каналами там, значит, все-таки нашел Артемия, звоню ему, представился. Так-то, значит, из Якутии есть такое. Ну и, значит, мы с ним договорились, что... Это 87-й год, по-моему. Это 87-й, да. Или 8-й? 7-й. 7-й, да, где-то, да, в эти годы. Договорились, пригласил к себе домой, принес записи. И, да, кстати, я тогда не полностью всю бобину. Минус 72 день. Виталий, если ты помнишь, вот эти конкурс проходили Азия Даусы первые два. Первый этап и второй этап проходили в заочном плане. Да, заочном отправляли фонограммы. Мы проходили там. И эти фонограммы мы записывали и редактировали, собирали у тебя дома. Да, штаб. Да. Штаб был у меня дома, все первые записи. Используют твои архивы, Да, музыкальные да. архивы. Так было. Так было. Бытовой магнитофон. Вот, там Чорон даже вообще, вот Чорон мы отправляли. Отбирали по твоим записям. Да. И Чорон прошел. Это первый тур прошли, второй тур прошли. А вот второй тур не прошли, Айтал не прошел. Айтал не прошел второй тур. Их не было. Они Нет, они были. поехали... Вместо них поехали. Нет. Они поехали как добровольцы, вне конкурса. А Сергей? Сергей законно второй тур прошел нормально. Прошли. Чорон и Сергей прошел. Да, Айтал, они поехали как самовыдвиженцы, как сказать. Нет, Сами поехали. Вне конкурса не Вне конкурса. Ну, мы настояли, это наша вот восходящая группа, это там записи были старые, так что вот вы поймите, туда-сюда, и вот они поехали. Толпой поехали во главе с Тумусом, поехали и там выступили. Но это было вне конкурсное выступление. Ну, там Чаронцы хорошо выступили. Чорон стал дипломантом этого фестиваля. Да. А Чорон исполнял тумусовскую вещь, композицию. Если наши музыканты не ушли бы, мы там, я думаю, выступили бы неплохо. Минус 72. Ну, вот судьба. Так, еще что было-то у нас в связи? Ну, сколько фестивалей-то было? 15 или 14? По-моему, 14. Последний фестиваль был в 2015 году. В 2015. Да. В 2015.
Это, значит, считается, 25-летний юбилей был, а по количеству меньше было. Лучшие гитаристы, вот Гена Степанов, Андрей Попов, это вот считались лучшими гитаристами в Якутии того времени. Они как раз выступали в группе «-72». Не, вот Поэтому насчет Гены я насчет говорю, вот у него зуб вообще, как сказать, очень жирный такой зуб был. Вообще никакого... И порой тюк-тюбиттер бар. Да, поэтому я вот два слова хочу сказать насчет состава группы «-72». Состав группы «-72» был очень сильный. Профессионалы, лучшие гитаристы. Поэтому первый состав был очень сильный. Плохо, что Якутии Да, жалко, конечно, что они музыканты, потом не знаю, распались с этой группой, не показали свое мастерство, значит, не только в Якутске, но показали, вот, в основном они ездили по республике, по районам ездили. улусам, ну, 7, 8, 9 улусов и больше все. Генаны қандай көрбек Саша бастан? Ну, на концерте, Чарон, второй состав Чарон. Они как приехали с Москвы в 83 году, дали как бы отчетный концерт, и дали тут в городе там сразу тут 2 концерта дали, потом по району. В этом проекте, Да, по-моему. да. Или Граждан в Русском проект. театре, по-моему. Граждан проекте. проекте. Русский театр тогда сгорел, сгоревший был. Русский театр это был актовый зал, Граждан проекта это русский театр. Сейчас там столовая. Так было. 83 год. Второй состав Чарон. Третий состав. Ну, Вот там Третий Гена состав. играл, да? Здорово играл. да. Мгм. А потом присоединился я в 84 году. Я. Деревенский парень. И финальную песню пел ты. По концертной программе. Ну это Чаро. Чарон. Великий легендарный Чаро. Так. Ну, «-72» это как бы ребята пошли Чарон там отдыхать, Чарона. И Двое. ресторанские музыканты, суперпрофессионалы пришли. Но это как бы под крылом государственной филармонии. Кого двое дигне? А? Двое Толоканы. Вася Григорьев и Гена. ты. Гена. Трое тогда. А Чмыхалов и Попов, Гена, Андрей, они с ресторана. Дима, они визит. Да. Визит. Да, да, вот и видите, здесь Чарон, просто с Чарона люди ушли, вот. Половина инструменталистов с Чарона ушли. Не, я Получается. еще рано я ушел. Наверное, через полгода, по-моему. Ну, хорошо, это было очень интересно, конечно. Это первая и единственная тяжелая группа Якутии. Чисто якутская группа тяжелая. «-72». Единственная и последняя, Саша, ты как к сожалению. Вы Аландин студиятори биленде. Александр, Анатолий. Да. Он новый бегеде. Бастыгы первые записи Про это записывали-то мы «-72». «-72» На студии Алан. в лице Виталия Власова, конечно. Это Мою вещь играли. твоя композиция была на 13,5 минут. Там очень много вариантов делали. И на гитаре там помогал уже это Кеша Татаганаев помогал. Вот это Кеша у него вот эти гитарная партия. Кеша Татаганаев. А песня, ну, а та композиция это полностью это, ну, это композиция Виталия Власова называется.
Я хотел, ну я сам... Не минус 72, сам это, хотел это уже, играть. это чисто Но- Виталий Власов получается. Ну я там, конечно, свою вещь пел. Кем это? Яша Александров. Потом Был еще звук- клип же сняли. Был звукорежиссером, мне клип снял. Никита Ржаков, там, еще, вообще фильм сняли же. Параллельно. Не 13 минут, ну примерно 9 или 7 минут было. Ну, у тебя 13,5 было. С половинкой. ладно. Он и барват. А Бара-бара. эти записи тогда, Бар был, наверное, да? где-то На есть. бетакаме записан там. Где они? Бар был, канал. Стака фильм, надо архива, найти. стака фильма есть. Да. У Никиты надо спросить. Бар. Именно минус 72. И почему ты ее собрал, я до сих пор вот так вот это для меня, да, не понимаю, почему ты ее собрал. Может быть, это было время перестройки, время там гласности, и еще что-то там, какие-то новые свободы, что-то разрешили, чего-то. Ну так получилось, что ты решил создать эту группу. Как ты ее хотел создать, я не знаю, как ты ее видел, тоже не знаю. Но ты ее сделал за короткое абсолютно время. И да и просуществовал. Короткое время ты ее создал, короткое время был репетиционный период, очень короткое было гастрольное время. Группа просуществовала буквально год. Но сейчас я буду говорить уже от себя. Но для меня лично этот год стал для меня самым ярким годом в моей жизни. Я прошел через многое, конечно, да. Это было там все, были экспедиции, еще чего-то там. Но то, что я увидел в этой группе, когда я почувствовал, что такое свобода, что такое общение между людьми, которые понимают друг друга. Одно дело. То, что ты можешь еще и сказать кому-то что-то и донести для кого-то и со сцены. И это было... Мы были, конечно, молодые, мы хотели очень многого. Мы хотели, ну пусть это будет громко сказано, мы хотели изменить этот мир. Но он менялся стремительнее, чем мы. И этот мир со своими изменениями опередил немножко нас. Нас где-то он съел. Но то, что я считаю, то, что мы, допустим, сделали даже за наш короткий год, вот у меня, вот я помню вот эти глаза людей, которые сидели в зале. Я помню глаза детей, у которых мы останавливались в семьях. Я заходил к ним в комнаты, у них висели на стенах фотографии Modern Talking, Европа, там еще что-то. И они смотрели на нас просто как на каких-то не... как будто мы спустились откуда-то с Луны. Мы для них были боги почти что. И для них было это откровение. И мы открывали для людей, для этих молодых тоже что-то. Плохое или хорошее, но это было, это решать уже другим. Но хочется сказать, что мы никогда друг другу не врали. Мы были честны были между собой, честны были на сцене. Играли хорошо, играли хорошую музыку. И это были одни из самых лучших годов, по крайней мере, в моей жизни. И еще я хочу сказать, что было бы неплохо, если бы создать из Марк 1, Марк 2 и Марк 3
из 3 составов одну группу и сделать, ну, проект. Пусть будет Он предложение говорит. 7, В пятом пусть году. будет 10, ну, пусть будет 12 песен из репертуара всех 3 составов. Как, Ну, 7 вещей хватит. как антология, как антология, да, как антология минус 72. Они это- поговорили, они хотят Это будет, до Нового года и до Нового года это было бы хороший. делать. Как это делается, я не знаю. Вот он не знает, я тоже не знаю. Виталий пусть занимается. Виталий знает. Так что Василий Гербач согласен. Он говорит, я на барабане буду играть. Ты согласен, на купчире будешь играть. Второй барабан. Да? Я на гитаре. Ну, это вот мощно было. 2 басиста есть. Нифон и Гриша, ты предлагаешь, чтобы они Я хочу, да, чтобы оба вдвоем играли, чтобы вдвоем, да. Клавиши Макушари вместе. Кучаров есть, да вообще-то мы... Нет, ну, Это реально? Нет, тогда должна быть репетиция, потому что Музыканты есть все? чтобы Так само. акцент был. Реально. А кто распишет басистом? Главное А желание. кто басистом партии распишет? 2 басиста это... Да не, как-нибудь скомпонируется и сыграет. Виталий, басистом надо партии расписать. Виктория это не было. Басистом надо партии расписать. Ну ладно, спасибо, Дима. Ну. Сегодня ты такие рассказы рассказываешь хорошо, и тост очень впечатляет. Спасибо. Маны это все-таки праздник. Он еще там сын. Да. Ой, кору басио, кору сок сок. Не видно, морс тут один. Нифига себе. Увайкар А? бала была гитара. Ото воюма не было. Воюма. Баняла ванюлар было. Баняла. Кельмени села. Это хеон. Галагат. Onu doğru bir yere kelamını kadarlar. Onu tırgıdı min haran yapı kanişte. Onu ben mokona gitarla hüyen bağlar. Ne karakuna o ile karakuna kapık. Örgülere gidip tara. Bağla oyna. Bir de kanna bağlarım, bilin kanna bağlarım. Тактический луч. Я Виталия знаю с детства, Виталия Григорьевича, с 5 класса. Я его знаю, да. Он учился у нас в Икеле. Потом сломал ногу и уехал в Черкёв. А так он должен быть борцом. И вот благодаря ему я вошел в музыку, я знаю, что такое музыка, в галактику музыки. Я благодарен ему за это все время, говорю ему. Благодаря ему я знаю вот всех музыкантов, больших легенд, вот сегодня даже тоже. Он у себя на родине создал группу РЭ в 83 году. Я играл во 2 составе. В 80-х годах группа «Мир 72» это было явление, это что-то было. Все-таки никто равнодушным не остался. Кто-то ругал, кто-то восхищался, кто-то вообще старался подражать. Это, естественно, было очень трудно. Состав музыкантов подобрался очень серьезный. Супер музыкантов, можно так сказать. Вот Степанов Гена, вот Вася Григорьев, вот те года, правда, Виталий начал только играть на гитаре, а потом очень стал серьезным музыкантом. Это отрицать никак нельзя. А вот рок-музыка, по моему понятию, в те годы было это все-таки начало. Каждое начало препятствий встречает. 90% населения не принимали. Это что такое? Врут, там гремят, это что такое? Надо было Последнее поколение было. текст
текст, это рок-музыка, я повторюсь, это главное мысли. Текст не стихотворение четырехстрок, то, если громко сказать, это целая поэма. Озвученный это смысл жизни. Я так думаю. Поэзия. Вот Виталий Гаврилович, все-таки, между нами говоря, вот между двумя поэзия и музыка. Это оба очень страшные дела в творческом смысле. Человека всю жизнь заставляет думать. Самое страшное, тяжелое это думать о чем-то. Что-то творить, что-то там. Вот. И еще раз повторюсь, никогда он был недоволен своим творчеством. Ну там стихотворения, там поэмы. А насчет музыки вообще он страдал. Вообще ночами не спал, наверное. Я точно представляю. Но они удовольствие получали, радость получали. Вот я сказал, грубо, 90% не понимали, 10%, вот, которые аплодировали, им радовались, восхищались, их вообще любили, наливали, с собой взять хотели. Вообще, вот это их до сих пор, поэтому вот они это самые свои счастливые моменты помнят. И сегодня вот день юбилеем назвать как-то не поворачивается язык. Таковой группы в данное время нету. Просто сегодня, вот как говорится, вечер воспоминаний, с друзьями общения, воспоминания о молодости, о своих там ошибочных или неошибочных, правильно, действиях. Вот с нынешней колокольни посмотреть, совсем другое понятие. Но ребята были храбрые. Они вперед шли, одевались, хрен с ним, пускай шьются. Волосы отращивали до колен. Из-за этого, наверное, сколько получали, дрались. Пошивал в деревне. Я такие волосы дрались. Такое бывало, естественно. Почему так коробка? Сквозь все эти тернии прошли, вот сидят, сейчас они об этом нисколько не сожалеют. Они это посвятили свою самую прекрасную пору жизни, молодость, самое такое творческое, свои вдохновения. Вот Вася на барабане не просто там громко и ритм, он сочинял на каждом барабане музыка, слова. А Виталий, как он мучился, старался, это не то, это не то. Конечно, музыка такое дело. А Степанов Гена вообще, сами знаете, из-за этого начал курить. Вот я понимаю, из-за этого никак нельзя достичь. Вот эта музыка очень страшное дело. Я хорошо, что говорю, чуть-чуть рано отошел от музыки. Я уровень свой прекрасно понимаю, но я очень многим музыкантам показал дорогу. Хотите, идите. Чтоб на меня потом... Вася, иногда спрашиваю. Он сказал. Вот я иногда спрашиваю, Вася, ты не сожалеешь, что я тебя окунул в этот страшный водоворот? Музыка это вообще волна. Можно туда с конца вынырнуть, можно вынырнуть. Вот всех спрашиваю. Гости спрашивают, Таню спрашивают. Катюша-то тогда. Если бы я бы вас не спровоцировал, вы кем стали? А что так? Я бы стала учительница пения стала, ну и что? Гоша, ну там, сколько у комаров крылья, вот биолог был, очень крутой. Ну, а я какие? Все ли стал бы? Вот так. Вот Вася иногда спрашивает. Усалам Брамс пикиyor. Muzika diyor. Если бы я тебя
Этим делом ты увлек, ты кем бы стал? Сожалеешь, что вот нет. Хотя короткий момент. Это факт. Но это очень яркий момент. Сколько меня тут собрались талантливые. Между прочим, музыка это высший интеллект. Всякий так физик, поэт, писатель это после музыки. Высший интеллект это музыка. Потому что каждый в деревне знает, кто такой Бетховен. Эйнштейна, не знаю, Рассета. Музыка это вещь такая страшная, очень сильная, очень мудрая, очень больная. Больная тема. Да, каждого судьба, наши судьбы. Я, например, если вот на гитаре не начал бы бренчать, у меня другая жена была бы, я был бы где-то около районных директоров школы. А вот сейчас я то, что прожил, нисколько не жалею, горжусь. Вот, особенно тем, что вот такими людьми я вот познакомился по жизни. Вот, Вася, вот такие людей меня, вокруг меня музыка собрала. Я благодарен музыке. И пускай музыка, любовь наша к музыке ведет нам только к самому хорошему. Пускай наши все планы, мечты исполняются. В этом я точно уверен, музыка помогает. Ребята, еще раз поздравляю с тем, что вы когда-то, как-то окунулись в такой прекрасный мир, страшный. Музыка. Это словами не передать. А что касается минус 72. Минус 72 у меня долгая история. Тоже тянется с самого детства. Мы где-то в первый раз они к нам приехали первым составом. Вот. Гена, Вася, Виталий и Нифон был, да? Нифон. Это уже был второй состав. Вот гастроли сразу приехали. Конечно, мы уже все по афишам знали. С утра толкались в театре, чтобы это самое, как бы попасть за кулисы или как бы пробиться в зал, чтобы послушать. Ну, было очень интересно. Потом была она. Ну и сам концерт, конечно, был очень такой угарный, развеселый. В первый раз на моей памяти, потому что джарановские концерты по тем временам, советская власть и так далее, это были академические концерты. И тут впервые к нам приехали настоящие рок-музыканты, которые бегали по сцене, бегали в зал и так далее. Там, делали все, что полагается и как надо. И это было незабываемое ощущение. А до концерта фотографировался? Это уже потом. Это уже более, потом уже, когда уже, закончил школу, как раз работал вообще, и там так получилось, что минус 72 тоже приехали на гастроли, и мы в Ажулуне, кажется, в Ажулуне они как раз, мы туда приехали как раз фотографировать этих ветеранов, и так удачно совпало, что они как раз в это время репетировали и ушли на обед. Оставили свои инструменты, и мы там на сцене, и мы там с моим другом украдкой начали это самое. Было очень интересно, как это все устроено. Там пошли на сцену, там начали изучать инструменты, и начали фотографироваться. Давай я надену вот эту вот гитару, и ты меня сфотографируешь. И вот у меня была эта фотография. К сожалению, я ее потерял. Я ее вот так делал, и с обратной стороны тоже вот так, специально фотографировал. Я ее помню, это была белая гитара Lead Star. Да? Которая была вот... Да. Нет, конечно. Кто бы нам позволил денег. Украдкой еле-еле вот так вот снялись, и это самое. Потом уже в городе здесь уже перезнакомились со всеми, на фестивалях и так далее. И, вот Вася меня за руку водил, и буквально здесь знакомился со всеми. Так, и вот с Виталием потом уже начали плотно работать. Сперва в записи, да? В записи клипа, да? Озвучивали, этот саундтрек. Да.
5-минутный отрывок из 13-минутной пьесы, как говорил потом в интервью Ермолаев. 7,5. 7,5. Потом, ну и потом это самое. Позже уже, однажды я сидел у себя дома, и вдруг ко мне завалился Виталий. Вот, говорит, есть такая идея, я вот работаю в Татте, а ты вот сидишь вот здесь без работы в городе, ну, там, временно там, сям, там, как раз был такой трудные времена, как раз были, да. И вот он пришел и говорит, есть возможность выбить деньги, и мы оборудуем студию. Давай, делай, говорит. Быстренько составили смету, и переедешь ко мне жить. Переедешь ко мне жить, там оборудуем студию и будем записывать. А я в то время только играл на гитаре, а студийных технологий никаких, ну, опыта как такового не было вообще. Да. И потом, ну, да. Но тем не менее составили схему, смету и просто, и уже поехали туда, в Татту, в Бетеккёль. И прямо в доме у Виталия оборудовали студию специально внизу, специально выделили комнату. Я прямо там жил, спал, ел и тут же с утра до вечера играл. Не, КГНБ. Кыгын баран саскы гадлы. КГНБ. Практически полгода. Я не знал. Он там полгода, ну, год, практически год жил, и мы записали первый альбом. Мы записали первый альбом, у нас получилось 12 композиций, по-моему, 12 песен получилось. Ага. И вот 12 песен получилось. Потом после этого записали лирический альбом, и второй альбом тоже записали. Второй альбом тоже уже пора, ну, тоже там же. Армянская Вот кухня. Кеша говорит все время. Кафе армянская кухня. Музыка самый главный мотив. Мелодия, правильно? Ну, ага. Всегда. Потом музыка мелодия. Всегда. Запись Вот так. Но насчет философии музыки, именно в том плане, почему Гена Степанов для меня мой любимый гитарист на все времена, да? Потому что я его именно боготворю именно как мелодического гитариста. Он никогда не играл пустые соло, у него никогда не было пустых этих импровизаций. У него всегда была мелодия, которую можно было вслед за ним напевать, легко напеть. А очень мало гитаристов, вообще в мире мало гитаристов, которые играют мелодию. Миллионы гитаристов есть, которые играют просто играют, да. От начала до конца, гаммы туда-сюда и прочее. Но на пальцах у руки пересчитать гитаристов, которые сочиняют мелодию, которую вслед за ними можно напевать, можно играть и так далее, и вдохновляться. Почему так мало гитаристов во всем мире получается так? Гарри Мур, Стив Да, в том-то и дело, что. И вот Гена для меня был всегда таким гитаристом, именно который играет мелодию. Я сам как гитарист понимаю, когда играет по-настоящему, а когда играет лишь бы заполнить. Там тебе дается 16 тактов, 24 такта, ты заполняешь ее. Можно так. Да. А есть гитаристы, которые могут сыграть так, что вслед за ними плакать хочется. А он был рожден для сцены, он не был рожден для студии. Он не студийный музыкант, он был живой музыкант. У него вот звук не у него звук был еще. Мелодия. Да. Как гитарист, композитор, аранжировщик. И ты не вообще тут сради. Ну, соло партии, это украшает вообще эти песни вообще. Среднюю песню это мелодисты, деревенскую мелодисты это. Просто саяпты. Он не старый вообще. Всю эту песню. Да. Ради этого соло. Да, весь концерт слушали и ради этого соло. Ради двух соло. Да, точно. Ходили на концерты, заходили. Да. Так и было. Да. Катя лыжи, блядь. Это один лыжи, блядь. Сахурная это. Катя это что, блядь? Автор это стебен. Но там Гена соло-то. Кирер ты. Энергостык,
Üniversitede. Интересно. Потом гена солотын барытын өтөн республика этер гитаристері бар, радионын истем, Конечно. истем бар. Үтүктенлер өтө. Мы все учились на нем, просто по записям учились, пытались. Вот так вот. Макунул ретеги бар биде. Сергичок Гоша тоқтыр бар. Партиялар, оғыламаран кенені... Толырағына болды. Манда оны епті. Тоқтан оны болды. Білем олаттар еті солылары оңылар әкті бары. У нас никогда не получается так. Технически бардын елдықтыр оты білем. Ту бардын елдықтыр білем бар әпті. Табызын кеткен оғылы бар. Ту аттай бар тоңылыр. Одного. А так... Помню, мы с Виталием однажды сидели и репетировали Виталий, потом это. И тут вдруг зашел Гена. Они там обрадовались, начали, и мы тут играем. Он посмотрел, потом, ну-ка давай бас-гитара, говорит, у Гриши. Взял бас-гитару. Ну-ка ты играй, как ты играешь. Я начал играть, и он начал вдруг на басу играть. И у нас песня вдруг охрененно зазвучала песня. И я про себя такой сижу и сразу, полностью осознаешь свое ничтожество, да? Когда приходит настоящий музыкант, а когда ты всю жизнь пытаешься стать музыкантом, а когда человек приходит, задает тебе пару нот, и сразу все становится на свои места, да? Ну, это было здорово. Да. Да, это где было? О, не в Саха-фильме, это в техникуме. Сельхозтехникум. Кооперативным техникум. Я и кооперативный техникум. Это когда было? О, давно уже. Сейчас он, Кеша вот все время рассказывает мне первую репетицию. Мы его, вот перед Табыком репетиция была. Я пригласил Кешу, и первая репетиция он пришел. Он мне, как анекдот рассказывает. Мы ждали, Гриша сидел, Герба сидел, я, ждали Микусяра. Это в Саха-фильме. Это уже в Саха-фильме. То это мы готовились. В зале мы репетировали. То ли Табык готовились, то ли еще что-то. Косяк был у Микусярова. И, короче, он зашел, я говорю, давай пойдем. В другом зале Но это он думает, нифига себе. Куда я попал? Куда я попал? Что за группа, елки-палки? Сразу первая репетиция и драка. Ну, это надо по-якутски рассказывать, чтобы весь смак был понятен. Причем с матами, перематами, короче, дословно рассказывать. Андаевы. Вот репетиция, он на хиле. Он Это мне Виталий постоянно, мы постоянно с Виталием разговариваем на эту тему. Он тоже, его это самое большое сожаление, что не успели продержаться. Нам бы, говорит, год продержаться. Да, чтобы широкая публика нас увидела, показать бы этих парней. Да, конечно. И все музыканты, которых я спрашивал потом, все однозначно, конечно, соглашались, что это были очень сильные музыканты. Вот нас шестеро. Насчет фирмачи, как понять фирмачи? Тогдашняя фирмачи, а нынешние не фирмачи, что ли? А нынешние? Нет, Духанцу, вообще. Нет, поэтому тебе вообще так. Духана нет, да? Группа один молоток бар, мандык. Духан. Это киев мандык сразу сыкны. Другая группа, сам группа один. Киев сыкны, чоббоги да. Минуска деген эме фу. Бардан мандык доктуй жан мандык. Салгын. Бардан Духан, білем ба, төй банил да білем. Очото өстіп, төй білем думаешь, это вот такой технический онюлар был отрывте. Он конечно звук, кан, син, он мясо не он ой, канал таким, он генерал, он его не говорит слово, а так по нотам
Просто не надо было отрезать, блин, оголор. Киире да не надо было тепте. Ну что это? Так барда, он тут барда тох. Серьезная тема на кире. Халам он лепте. Не ралтырь, блин. Это просто Не ралтыво подарата. Каждый дворник вот это какая-то гитара туда он не то оголор берен, что это оголор корда оголор. Просто не надо было. То как любит. О, опять! Спасибо. Это хозяин Спасибо. нашего зала. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. Машина подъехала. Меня Апер зовут. Очень Ампер, приятно. Ампер, ага. Это ваш презент. Спасибо. Я же сказал подарок. 30 лет. Мне тоже 30 лет команды. Да? Вот тогда ты родился. Хозяин 30 лет. Спасибо. Пожалуйста. Опер. Ох, чка, главное. Да, что-то по-армянски говорит, да? Лав. Да. Слава. Раз днем, а ну Киев да. Оба, Киев, Толя. Слава. 8-9 лет вместе работаем. Сколько там вещей? 150, да? 170 где-то было. 170 вещей и мы вместе. Весь репертуар Виталия. И 50 песен, наверное, из репертуара минус 72. Так что я Николаю очень благодарен. И хочется рассказывать. И Тахмаров. Я капсярил ту. У сына был минус 72 репертуара. И нет бахула, бар выкинула. Например, Джилхаган. Кон. И бас, киша, фантазия тагджар. Киша соло тагджар. Аны была Ағаяғанар хард-рок отто мен айымнен бұлла. Ол ғына мұрын оны тон кайдырын оңыр бұд гені халғына бар. Афанашын мен күші арап жылқы қаңы кеші. Жылқы қаңы бұтанчаған афоне оңыр бұты шүйбі баты хүлбекки. Бары кірі-кірілан бары үліләбіті екелеп епілан. Яны тепдік философская музыкальная. Короче, биги ол оркестрінің, во-первых, урок музыка оркестр музыкандары улаханың ардары сыстыгастыры хуаты. Онан булланы биги бу агаяк олаттыр боламыт. Билебит урок музыканы бартын, особенно бу сакайринаны. То онна анда дүдекенин, оны ол бастан оркестрге келдеремет. О, де тыс уст боғыта, ме бұл бе классиканы, оны маны народный өнерденлер вдруг тяжелый тоқтары. Онта кәннеке оннан кирен бар бұттыры. Урок музыка композицията симфония формалақ. Рифтер бұл қаз бидді 5 кейді пөватта, қолы бар бәхе болан основной өнеті қыты да, минус 70. Бар бәдері тұспа мелодиялар балдар, тұспа мотивтар. Олар киреннер бәвелерин кытты оксуган, онда конфликт бар, онда кульминация бар, онда хорок музыкандар аяллар гына хорохтор бәләре дә форматын билбеттер олаттан үйрәкти чисто по образовательной такка он барта он то барта игереме формалах. Онтан каддактаны тахваттар, он ол переплетениялар бу музыкандар, оркестр музыкандар оннолорондар кеннеке үс неделелер керді, репетиция. Даңадың тірейіне бет. Кен қолы бұрай әпті. Тоқтатылар. Онына болғаны білген уже мен музыкандар бұттан етірі, ол Малмстрим деген, там, бихан яуап, біле бет, таком-то году альбом дидденлер ме балдар. То есть, репетиция кенттен баранлар бәрі бүйін туған яту. Гарри Мурдин кеми, қолы туған яту. Тәһәдә мин ду Виталий ду бахаран бир бипитүдүнен баран колбан көрөллөр, оны мандыктен. Минус 72-ны мен колу бур. Но минус 72-ны кинлер видеоға били тугу кендеки билен дети Азии доханды запиһа. Ондуктар ме көддөрөн оны көрүн ден этилди бите. Анан короче сенник национальный оркестр, народный оркестр бу рок музыка киремет,
Онтан ити барта Виталийдин бии көссөмө. Мен Виталийге ол ине билер этим, оттан просто келе хеджемин ырыларын көддөрбүтө. Онда көддөрбүтөр. Давай маны туактыкка. Бартын архивация нота хурьёк кадин. Билигин оны бартын оркестровкалан, онны эхе бу раз жылдар гоньябыт музыканнар кийиндере клакыт барта онна кийрен. Ол оны бартын бихи тугуда аджапакка ол же тугунан бартын партитураламыт билигинен кнопканы любой музыкант там где-то, не знаю, за бугром холбата, тагу такхан келер. Если он дирижер, если он хороший музыкант, ноты знает полдана, да он нянкивер. Тох пара барта. Аны была бихи ари профессионально, что будем бытары, түгети, улатнары, кычаты, фразировкатын, тугун бартын, тон кихи нотага оңра буланы бартын хуруякта. Анда дугиде барта манды болар ден характерин хуруян этергелде. Бартын хуруян, тылларын андыгар бартын суруян. Туох тугунаны тугун бартын килдере хатыр булак бит. Ол нотата барта бие хабрин архив быгытнан бар, онно интернетке дел бак барда. Онун бу минус 72 репертуара, те почти толору барта бар болта. Оны бартын репетициялен, бартын концертка тахарамат, жонга тахарататы, оны бартын главный запись татыбыт. Конечно, меха звонигына жондар баллар, тугу эме те тугу мет тугу дилерде хорокта хайгыллар, хорокта кайда композиторда кайда бе симфония музыка ген это жондар баллар, ну ничего. Эттинер, өссө олонны критика, бияга хагайга критика жоқ. Драматургия даганы билин критика өпмелтөх, музыковедческий өттүнөн, искусствоведческий өттүнөн критика бар. Все жоқ. Ким даганы концерттада кана полочканын бардына разложигына мандык, бу мандык эте манны сыйга манны болуктак тен бидда статья жоқ. Бутта колобур группа тонкарын тепсиви жөндөр болак. Бардыгар первый урукку гвардия, урукку билити духан, урукку дух. Ити барата кайда курдук репетиция хеджерге, кайда курдук берениле хаты. Билигинен музыканнары любой бу симфонический оркестр болун, темин оркестр бар болун, филармония туаккада болун. Итинник урукку барта урукку бу урукку народный артиста заслуженно кайда курдук школалактары. Аныгы жөндөр сүрайдан калбар биремем хуактен. Дигинен экрета еден бийдин тардылы гижакта. Особенно миин дирижеры тардылы гижакта. Миин баалысты хол, миин баалысты архивацияла. Ким да хуак билин. Урукку ити бу Марина эди Мариналар туакта нина чкүрө болор. Ити барта итика туагами бүттүлөр эти. Колор рок группа бу Виталий архивацион орорун. Олок просто бихирибин бин. Атын группалар чолбоннор ити туактыбыннар. Хасканы кетте этихер битондук. То бартын уперед архив бартын оңра хадер. Ну архив кинеха бер бетах бәлергер тухтырды хуак. Ите мен немножко сыгылах дияным, потому что улахан сыгыла, потому что ите бәят саңа бу стиле хардрогы холор килдерен урокка. Төхлөх эдер чаттарга Сахарок ахылдытыр бу чолбон, чорон минус 72. Төхлөх кылатын килдер битин өсө билбекке өсө кихи мандык төбөтөр ылмакка хайдылар хепте. Онтон үйренен бу Сахарок тен этергелыйта андай дуэта тагаста барта. Аны музыканнарга пылы бары отчолорго музыканнар ден просто этикеп билин бу киханы буга бүйүнү буга капсетти бит. Кайда курдук олаттар эде, кайда курдук просто интеллектуаллар. Бары бягат участниктер ме бары бу оннон нябыт группа нябыт музыканнар бары этергелы яңа тагат кайда курдук барта эме урукку бу тугунан үйрөмөтө мен интеллектуал семьяттан бу туактан таккыбыт жөндөр. Ити барта кыры-кырылан барта эхе барта берен. Ол ине вдруг кайда бир күнгө эте мунистаңга чепчал туактар оңорон бараңыт ити этергелы оңорон мистахыты хатта. Мене бул батак болду. Бир Виталий Власов кые ховата холор. Эбитер бир ким атом музыкант Андрей кые ховата. Ну это кайда кимде киндере мен туактабата специально продюсер курдук бараларның туактабатага ол күнөн баран киндер все-таки какой-то момент дикиреннер эти просто бирге туактабаттыр улхан
Музыкальное искусство, тем более рокка. Рок, блин, ты нахтивитана. Ну, под большими вопросами, мне относительно глобализация баранеревит, Антон, рок, сахаригер был туахтан, теребитендер был, это был минус 72, чорон, чалбан. Табык кайда хорды фестиваль, просто чуйдuk баран, это, блин, өссө барары болдыр, дем баға сана бар, онна... Итинник билген, особенно конкретно бүгінгі минус 72 бұл, онда Виталий Власов репертуарын бири кірі қалбыты доғады. Онда атын бардың бейхеттің әммет бардың архивациялан нотный да бар, аудио да бар, бардың дегенмет бардың орды бұд. Ити барта улахан беапляти, музыка ден, сложный ден, қайда ходдық аранжировка сложный болы, қайда ходдық партитуран ұрар, ол партитураны бартын биді-биді, тәннен көріген бөйе қағаныр оңя бұд, аудионы мең ғытар кені қолыр меға. Оны бартын тәннен көріген онтан таққыма, стилистикататтан таққымары ден қолы бұр. Текірдіға просто, лан, дирижер меға биді-бир кеге. На жүйгінде, үші бақылақын, мандықтуры палышқалақын оны, 3 минуты таққанын просто оңыра механ. Мен isi профессия барықым ба. Ну подожди. Мен 3 минуты таққан бұл ені кетті ұлдыр бұтыр 300 час репетиция бар. Оны кімді білбет. Бейім әбет оны кәпсәғап бет рекламаға апыт. Но это бәғат музыкандар, музыка ғыстығынна жондар білеғат қайда қодық барта ғыраққан. Тем более хаңана ер. Онын клакы тулахан, онна хим бир механа бар, олық барарын күрді, долгуннан барарын күрдік. Ити архивасыны хим бир кемера қағанар қосытты. Хим бир бұл айымнелер гытын, тем более конкретно Виталий айымнетін. Хим бир кемера қостан, хим бир кәндеке таққан кәле. Дияныйын, онын етергелі манан біппәттен бұл батақ, инекеті барта. Бара тұрар, онна особенно бұл Виталий Гетебін кені архивациялан бартының ұрары. Аны тылығар, мен лично бәм бұл Виталий қоғанырғар поэзиятер кенеға ағамын, онна бұл деріңәмін өссі күшке өбләмін, онна бұл текст, онна музыка бұл дұрғаны барта, кенені барта ровно хөпті бәхірі. Бұл үлелән уроктан аргадық бұл хам үйдікі чіпчалы, аны нағылай дамыт дек қыду олон қоға кейді бет. Бастықы Нұргүн Батыр жүретін бұл концерт. Кімді аны башы мәні хаға әрігер оңын бұтақ. История да хоқ, онын керемет. Ити олон қаны Нұргүн Батыр тоғыз үреттіттен бастықы үреттін нақты доғылдан, олон қоғыттыр олардан концерт. Өссі механа бар тиелік бе. Потому что кемері маған хөпкеп біті, олон қоға барта бар. Олон қо бейін бірғаны музыкальный жанр. Қағандар Буконник Николай Егорович Орлоптен бір самодеятельный мастер бұл ол бар еді. Таварыспыт ол әме бейді хөпкетен тұрырдақ. Олон қо аңара музыкальный. Оның олон қо рок бар, битері рифтергіт бар, олон қо бити бар, үнкі бар, жабот, текст кіттен тем более барыта бар. Ойынқана кей адам беріпеді. Конечно, кей бөлі. Чугахан, бұл манна сақайығыр оларыңғыт, итіқаннар арқа айылы рок музыканы ме тарибы күрдік. Кихи тарихын амсайықтақ бұл, қайда кихи ылыңдан хөпті хоқты, бұл кейрен хөпті хоқты. Тоғыры Сахаровтен ұдынар тарихын бұл, Лепницкайден тұрар бұл баты, Якутский роктен кемияда, именно Якутский роктен кемияда хоқтен қолы бұра. Онын өйдір кейдір, механа бар. Өйдір кейдір, только рекламалы сотыр информацияны. Рок музыка сүйрен инструмені гитара была. Гитараны онда бұл полкулары, кырымпалары қолбауы бұты береді. Туық тестал сайды. Оттан кемтен ағылан, группалардан ағылан. Кенелер мен симфонический музыка, симфонический оркестр кетті, төлі алба концерт оңыр бұттырай.
Есть варианты этноинструментler экспериментler. То есть бастар бар это. Самый главный музыкаңыз звук был. Эн бар остолбаттан остолба еще ба струнана ян баран тохта, но главное извлечение это было. Звук еще и было надо. Отчона механа бар. Барта, вот туда иду барта. Тох барта се тохта. Именно рок кимияда марнават, кимияда басыват. Маннык стилистика дем был батах. Народный музыка ден менны был батах. Рок музыка ирландистар инкенде. Ити барта эпос, анара бәдерин эпостарын мелодияларын, народный фольклорный мелодияларын. Именно откликтер баллар. Барта темалар барта бар. Анна хиджа. Анын механа бар. Кайда бар. Bu has olan konu muzikandan doğulan olan konu taharabın. Jonu mandık doğuqa istoriya qalları xanadı den çemağın bıkağı kelleğidi. Onu uhullaqıp bitti. Ondan min benim olaq köyün öydəpin. Qaydaq tağını olan konu bu nasyonal orkestra onu doğu taqolban qaydaq taqarın olaq berke jibergi dolguy min ustoqtaqı görüyorum nerede bunlar. Onu general repetisiya gören baramın sohuydum. Oğluk. Onu tahsine kelime ustan baran oğluk. Nada doğuydum. Minere buludu. Tüyere barı gören olur canlar barı oğluk. İsteriyer olanlar da oğluk. Durarım da oğluk örbayda da oğluk. Ha oğluk. Oğluk avatsiya. Nırgı şeydi kössen. Tuğ. Musayı acahida şey süren. Ulakan tuğ bulladı. Bu bir gurdu kramukka ütü ulakan öyle. Nırıkta ulakan öyle. Onun konu dinlik doğulan. Ben olan kaden rukkuda olağına bir kişi bile oğun yere olan kalan tuğturun gurdu kanır bullan. Tiyatrona vaktiyora den. Onu olağına diye olaq digine urukkumin ben bile nedal ne vidne bullan ben. Ben urukkumun etebin. Bilen olan kaden urukku diye etim urut. Bilen onu olan konu hol buyur diye bu televizör var. Bu olan kohutu hol buyur. Bilen tuğan adan ediyen. Hanı üretim bunlar. Toniti gelin gören isten ise bu hasılı isten var. Oğluk tübağız bildiğet ancakına olğan tuğ bu tebit. Çakçıdan UNESCO'ya kilbet olağanarak tuğ bit. Nadalaq olğan kultura olaq dilin iskohanlaq. Evet. Jota bu bitaliden kahbesi bikini diyen bu orta turu baranda duga manlık ki kanna var evet diyen. Birisi bir kedi diyen cemaati rahatta. Hiç 991 yılda kadar ben kulpası güvenirdim. Bastığı Guluzkenet'ten doyduvat diyen baran kıra hoğustuk harak üleden baran kıraday bahılaka atakpın tohutamın tuğaka taban jeber giyipseleden baran ona namoli bola tavarıstığı bir şey olsa çetti tip oladı. Edin namoli bari bilagat. Daha bir daha ki nedin bir üç çata iddiayla. Ondan bula bu bitali. Onu üyevi namı var. Bu kim bul orhu diyen bir hitten 9 kilometre. Onu kütüyet. Ya bu hanga kütüyet hanga tavar istem. Onu gitaralar atın. Toğum onca hada bu kurdu jene gitaralar huğa bite bulanım. Jiktir gibin. Onu gitaravın lasaga bitir. Onu lası bitim. Kahantan ünlere jene bite bulanım. Lo epit bilemeler ağalın semasınla kalan biliyoruz ki o masına min teye hecentiyen o bokalatı canı şöyle bir istibildi. Ama tahta heceminden bulla. Hocam dolaşmanı çok daha. Rıtoyup bağlan şey baytık bizsen. Aman bu orta duru varanda diyor bir tane bula haplarım onu bilmedim. Evet. Ayak kadar. Ondan. Tuğla kadar diye. Ondan o kelin haftayı bitten tol rock panorama onda -72 bulan. Onu olana min ite Отдел культуры исполком үлеләбидим. Ите yıllarga. Ite 16'dan 12 yıldı. Onu ol bir bilemeye 2 yıl Alexander Krivashapkin'e toqtaja kadasaka astap bendere. Pardon. Yakutskого разливаден килен таварыста бенде. Var biler bulaqtağı o keni gete tenge hardılatan.
Bu can gören. Çiçine президенті Дудаевы тақтап все лоран кәсіп Bu сақалын біле бит. Bana diye taka oluk bir de ayağı satı öyle tutar bu Joker'in o kurdu tuta hatan, öyde hatan. İdinin günün maka ite hara ergiten erağın indin görür ki himete de o rağının. O rağının ki hete o. Asta bendir o yedenler. Kanna tiyedden ağayakta nürba oğlatlardan kabargalatan diyen Sirike kallanı kır der bu lokparlı öre yanta haraçılar diyen atağın manlığı o bağlattı. Bir de bilin kim bıhla. Çopara bıhla gata. Oççular Olar girenler miyin saşanı gördüğünde. Onu kimlerge. Onda kelin çeçenler kim bargala ediyorlar man. Рок панорама 89 тенеже тарих ходим было. Но Юриян көтен тәңгет оны олма. Ол онда менде анжаханда мен окурду шөй өрөк үрүләк, анжаханда шөй алты группа таккан хайда. Ол октыгына музыка жөй. Аны ох, манда те кытсы егу болбута. Onun altta gruppalar. Bir sıl Kim kılıhak denir donla. Serge kılıhak aytallar urut kılıhak den bağladılar. Minus 72. Kopulop. Sergeler. Onu kelim ona hudurdik onlar kelime hudursun söylemedik kimi kopulup. Panorama yazılır burada. Panorama. Barta hadi ya. Pulose Lenin onu bilir tora. Он теперь кем ногор был, Сергеевич Борса говорит. Ой, Громатеев, что так написал, дикими делал Копылов ногор это. Копылов цифры будет урвитам баратите. Ола пишет. Altta grupa kanlıklar değil. O tosunlaka. Öte O pardon. Urok panorama tekrar. Sergeler. Sergeler. Çoran. Marut takacak. Çolbon. Aytallar oçolorga kılıhak den bağladılar. Oğukay buldu. Oğukay döne bitedi. Oğukay denediler. Çok atran baktılar pıtta. Hep duvaranlar. Onlar minus 70. Duvaran debüt. Duvaran. Duvaran onunla çolbon debüttar. Kim de çolbon kelen. Ondan girip bitedi. O kelen. Oluk mütehegenen sahibittara. Onu kim de bitmez. Çolbon den bir kanlar isteyen o bir mirneyle takıbıttara. Zaten hu men zritel adıttan etem. Zritel ol bilbe. Kelelik balıklar. O haydılar der. O sırada ol. Zritel bakıt ol. Ha bağlı. Onur şey bence hayda şey panorama aslında. Jo olontan iti veskabi dedi. Tabık diyem. Je öhana girence. Tabık diye hegitten uje hatta on haltan terilden bartı. Ana olonda bollana bile o kanetten bile acil kültür gör isполкомный kurat ehnen bollani. Bu Respublikanskaya tahamnaq o keryakenalar bollantan o mücanlar, komsomollar. Bu Respublikanska масштабтагы вы не имеете права деби курдуча. Там ол мин молодежи оннолор олар. Он так енил бутанда. Комсомол дем барды. Обком комсомола ди. Онна кени Карайбатова индина отдел культуры лелебит. Олаттар бу. Ho karada kinyamül lehen Марьянов Николай Захарович. Онна балар. Кени генетте Марьянов тем был Николай Захарович. Вот тогда этим ресторанским музыкантам сертификат он дал. Вот они дали. O senin oçalar bile hebeske bulas buldu. Bu kurakka var tüyet restoran hep soğuk par programatın barın kvartala bihi ilibattamı bihi gönüllü. Onu o kvartalga tiyengen onu hafız beğendi onu. 15 bırıgan angliskay dıldılar. 15 bırıgan barın uçul. Onu barın stroğa göre on. O reglamentler anır. Soskeralara gibette. Cenzura. O cenzura. Gruppa o da var. Çingiz Han, çebidim jomnutlardan. Anı kolora, anı Boniyam Han'ı göre diyen onduk oluk. Töre vardı bir ütallar Moskva'dan. Onu tohtan baran. Alexander Kırvaşevki'nin gitti bu Anatoliy. Oçolarga var ete. Onu var ete.
Аны біле очолорга біле ленинизм, лениниана дейін деді. Тәрілтелерінен күректәхи дейін бары дедім. Эти перестройка кеме батта. Уже Демократия. туа ханга кирен Горбачев кеминега. Перестройка. Осынан то ол Лениниттен бар было, просто Ленинады дейін. Тәрілтелерінен күректәхи культурный дейбі күрдік. Онда конкурстарға ен, онда дейін балы. Жюрилан қаян. Ну бары. Әтенник онтан олаттан бұл білсен, онтан мен әтемен әте хүлбе бәхес сыл барды ду. Бұл ұнбықауылы ләбідім. Тахин әлбәқті бәйім ұлыға музыканы хоқынан болан барамбан, хүрәқпінен барбынан сақалы үреға олған жағын оқтар бә болды. Инегеден олық бұл туық боғыты. Әлбәқті чолбоннары табығы ките үстеді ұсты бұтым жа. Оны инегеден туыққа барата НВК тұғыр ғыталылар архивка. Мен Анатолийге тәбін архивтен кейі бұлуды етіқіне Хорогон сугук болуны хеп тиим матте. Болун сеп. Бейдер асбыт музыката. Мен ағосын дақылы балтыңға құттырак. Ағырос лөқі қапшабды. Да. Білігі тоқтан емді. Тоғын келі... Информациян бар. Бейкілдері схема дерет. Ити олағына хеттон бір, хеттон екі мен вообще 600 сладқа верін әдеу. Оны істерет өдмен. Хеттон бір, хеттон екі, хеттон үс олардағы. Onda bulana kim Прокопьевич Сокол ondan Минская гаджар. Күректейлер гаджар за границу. Онтан аларды пластинка. Бастығы пластинканы құлбыра мен ту депапылы мен машинаны хэт істейтін. Жайда пластинка деді. Onu тоқастығыны проигрыватель. Проигрыватель был, да. Проигрыватель. Мега топ барды. Радиола ден. Радиола. Первый класс так Урал ден. Первого класса. То первый класс так. Он классынан рахсар. По диапазонам частот. Тет колонка, тет динамик так. Он истерит. Фирменный, да. Американская. Тустуктыр. Çorapçıga tustu olatlar kurakta hitten alallar. Kurakta higa ajallar ondan plastinka alallar. Onu bara cinsin boğada bulan kalaliler. Filmine olat. Plastinka alallar. Onu işte muzikаны onu hep kötü. Kobra modanı kinere alallar. O bu generas interene tanısta günleri. Бүгін күмне еттуін екі бөлік бұд 30 сылы тавараса бүккелі керге петтере бейкінеге мақтана бұд. Күмне еттуін екі бөлік адыттан. Онына әйіға баратай чүгей бағара бұд. Арақсыз олы атарда Тумары күнчіл бұтарда Құтырған жолтон матарда Күн сирем еқа Tarbakın uğur kıllarım Taptalbın surur kıllarım Iyılı soğuktu ıtaman Doğar bunanım aktaman Gitaram kılabına Dostumun katın ahına Karağım udun kıamabbim Doğarım suğalar dimmabbim
Toprak tıyız kırpağa Süreğim bahın aymama Yürek ber dahi tamlaman Kallana kadar kahırda Kaydı bıtıra kahıyda Dolama kına doğuna Soğuta kuba oğuna Gitaram kılabına Ünehi gülüm doğuna İmbalay sirge sığına Sürke korsun uğuna Tarbakın uğur kıllarım Tamdamın surur tıllarım Iyılı soğuktu ıdaman Doğur bunanı atlaman Gitaram kılabına Dostumut katın ahına Karagı budun kıamappın Doğru soğan tüm